Свобода самовыражения! Безопасные улицы! Безопасные улицы! Кыргызы говорят, кыздың қырық чачы улуу. 40 косичек девушки должны почитаться, уважаться. Но почему-то эту фразу редко можно услышать из уст современников. Все чаще можно встретить кызга 40 үйдөн тыюу. Девочку в 40 местах ждут запрет. Перестала слушаться, мешала смотреть телевизор, плохо воспитала дочь, спросила про деньги, медленно готовила, не захотела заниматься сексом. Как вы думаете, что это? Да, это мотивы, по которым были убиты кыргызстанки мужчинами, чаще всего своими мужьями. А теперь послушайте так. Перестал слушаться, мешал смотреть телевизор, плохо воспитал дочь, спросил про деньги, медленно готовил, не захотел заниматься сексом. Звучит как абсурд, правда? Да! Правда. Это наша правда. И никуда от нее не деться. Общество загоняет женщин в сети гендерных стереотипов и запретов, населения патриархату. И чем дольше женщина бьется в снастях, пытаясь высвободиться, тем туже затягивается петля. Я слышу крики этих женщин, моих сестер, чьих-то матерей и бабушек. Они беззвучны, но оттого и громче. Вот ее избил муж и приволок в холодный дом. А когда сердце отмерило свое, поджег ее, чтобы скрыть свой позор. Или же завывание той, которую пьяный муж облил бензином и заставил готовить ему еду на газу, потому что на плите было медленно. Или же задыхающаяся от астмы девушка, которую предали, изнасиловали, избили, сбросили с 4-го этажа и бросили умирать. Она еще прожила 8 месяцев с переломанным позвоночником и рукой, чтобы рассказать и наказать преступников. Только вот их выпустили досрочно. Вы слышите их? Теперь, да. Теперь, когда вы узнали о них, они услышаны. Фемицид – это убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчинами на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации и в результате гендерного насилия при попустительстве государства. И если таково это уважение, почитание к моим косам, то лучше ходить без них.